Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 21 февраля в нашей истории. 21 февраля 1921 года Учредительное собрание Грузии приняло положение об автономии Абхазии, которое не имело юридической силы для Абхазии как оккупированной страны. Кроме того, абхазский народ весной 1920 года бойкотировал выборы в Учредительное собрание Грузии, которое приняло данное положение. 21 февраля 1938 года в греческой газете «Коммунистис», выходившей в Сухуми, было напечатано сообщение о введении нового абхазского алфавита. Этот алфавит был переведен на грузинскую основу и состоял из 39 букв. Введение этого алфавита, писала газета, показывает, насколько окрепла дружба между этими двумя народами и что это единственный способ избавить абхазскую орфографию от разного рода ненужных знаков. 21 февраля 1992 года Госсовет Грузии объявил о восстановлении Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года. Абхазия по документу 2021 года являлась неотъемлемой частью Грузии с правом автономного управления в местных делах. Власти Грузии заявили, что отношения с Абхазией временно до выработки новой модели будут строиться на прежних, то есть советских принципах. 21 февраля 2003 года в Абхазии создан гуманитарный центр Искандера «Чегем». Цель центра – содействие духовному возрождению, развитию культуры и творческого потенциала народов Абхазии, укреплению культурных связей Абхазии с Россией, поддержка студентов, аспирантов, научных работников, занимающихся изучением творчества Фазиля Искандера. В числе учредителей сам Фазиль Искандер, известный сатирик Михаил Жванецкий, пианист Николай Петров, историк Станислав Лакоба, поэт Денис Чачхалия, ученый-юрист Тарас Шамба. 21 февраля 2009 года в Сухуми открыт памятник основоположнику абхазской литературы Дмитрию Гулия, скульптор Виктор Иванба. Памятник установлен в день 135-летия со дня его рождения. Прежде был обстрелян во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а в 2000 году был взорван вандалами. От взрыва был сильно поврежден монумент из цельного гранита, привезенного еще в 70-е годы прошлого столетия из Египта. Наша история, наша культура, наши корни, наша духовность – это та основа, которая должна дать нам всем толчок к развитию независимой Абхазии, нашего народа, к единению нашего народа, потому что дедушка был таким собирателем. Он объединял абхазский народ историей, культурой, литературой. И мне кажется, сегодня главное для всех нас объединиться вокруг наших корней, вокруг нашей духовности. И хочу честно поблагодарить от всей души еще раз автора этого прекрасного памятника, руководство Абхазии. 21 февраля 2011 года в Абхазии началась перепись населения. По республике было создано 680 счетных и 152 инструкторских участка, 35 переписных отделов, а также 40 стационарных переписных участков, где принимались люди, которые по разным причинам не смогли переписаться на дому. По приглашению властей Абхазии на переписи населения в качестве наблюдателей присутствовали представители Росстата. 21 февраля 2013 года в Сухуми прошла акция против повышения цен. Ее инициировали группа «Мы за реформы», общественное движение «Ахица» и общественная организация «Молодая Абхазия». Участники акции призвали правительство и президента отменить решение о повышении тарифов на электроэнергию, а также потребовали начать реальную реформу политической системы страны. 21 февраля 1846 года родился чех Сватоплук, один из крупнейших чешских писателей и поэтов XIX века. В качестве журналиста он ездил по Российской империи, бывал чех и в Сухуми. Его путевые очерки и репортажи, опубликованные в Пражской народной газете, содержат большое количество интересных фактов, легенд и преданий, связанных с Абхазией. В частности, чех затрагивал вопрос переселения черкесов и абхазов в Османскую империю. После возвращения из путешествия по Кавказу отправился в Турцию, где неоднократно встречался с абхазскими махаджирами. Материалы, собранные чехом, представляют несомненный интерес для кавказоведов.
21 февраля 1874 года родился Дмитрий Гулия, народный поэт Абхазии, патриарх абхазской литературы, просветитель, прозаик, историк, этнограф, фольклорист, лингвист. В 1892 году совместно с Константином Мачевариани составил и издал абхазскую азбуку. Затем активно участвовал в работе комиссии по переводу религиозной литературы на абхазский язык. Работал учителем в Кутольской, Кындыкской, Тамышской сельских школах. В 1912 году вышла книга Дмитрия Гулия «Стихотворение частушки», а в 1913 «Переписка юноши и девушки». В 1921 году Гулия организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. Он был основателем и редактором первой газеты «Апсны», издаваемой на абхазском языке. С 1927 года возглавлял Академию абхазского языка и литературы, созданную в 1925 году Николаем Маром. Автобиографическая поэма «Мой очаг» сыграла значительную роль в истории развития эпических жанров абхазской поэзии. Среди его прозаических произведений выделяются рассказ «Под чужим небом» и роман «Камачич». Как историк, этнограф, лингвист, фольклорист и педагог он опубликовал ряд работ, в том числе монографию «История Абхазии». Этот труд был высоко оценен Маром, который отмечал: бесспорный факт, что до сегодняшнего дня никто в таком масштабе, как Гулия, не интересовался одновременно прошлыми судьбами и настоящим бытом Абхазии. Также им впервые на абхазский язык были переведены Евангелие и христианские молитвы. Умер Дмитрий Гулия 7 апреля 1960 года в поселке Агудзера. 21 февраля 1906 года родился Альфред Колоковский, ботаник, доктор биологических наук. Альфред Колоковский жил в Абхазии с 1933 года. Совершал экспедиционные обследования растений альпийских пастбищ с целью их рационального использования. Альфред Колоковский создал уникальный гербарий колхидской флоры, включенный в каталог ценнейших гербариев мира. На основе накопленного богатейшего материала Колоковский издал 4-томную флору Абхазии. Результаты изучения растительности колхиды отражены в его монографии «Растительный мир колхиды», которая быстро становится библиографической редкостью. В последние годы жизни внимание Колоковского было привлечено к семейству Колокольчиковых. В общей сложности перу Колоковского принадлежит более 160 печатных работ, в том числе 10 монографий. Богатство флоры Абхазии, оно может быть использовано и в других странах. Нашими зачатками растений, чисто абхазскими, реликтовыми, интересуется весь мир. 21 февраля 1930 года родился Алексей Джения, писатель-прозаик, заслуженный работник культуры Абхазии, активный участник национально-освободительного движения. Алексей Джения был в числе 130 представителей абхазской интеллигенции, подписавших абхазское письмо в адрес руководства СССР, за что был смещен с должности главного редактора журнала «Алашара». ويقن تعسب شيء قز أولين وسقنا داري تخسركيا نهاية حبرجي دقوة ولا زوجس ويا رأي مشكل برخاقه. ويعم تزحن يخيجز دارز يوديو يزخكاز يجرجدان позицию. Раз это хуй да шаджиз руси халхон срала шра خدوب سنة قسم ترقوات да шаджи يويا да шаджи حاد да шаджи напад يويا حوسي حرق غلون حوسي محزين يرى عجدر Выпускник Московского литературного института, по мнению критиков, считается одним из лучших новеллистов. Большой вклад внес он в развитие эпических жанров. Теме Великой Отечественной войны посвящены его романы «Тайна леса» и «Восьмой цвет радуги», а роман «Ан-Мирах. Божество двоих» о событиях 30-х годов. В последнем сборнике документальных повестей и рассказов «Герои времени» писатель раскрывает образы защитников Родины, героев Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. айлкаараги хынзахто хамуп хасуан избанак зыр бряқарица улуп
21 февраля 1960 года родился Ливарса Будба, художник, кавалер ордена Ахтябша второй степени, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Им успешно была выполнена дипломная работа на тему сказаний о нартах. 5 картин были написаны в технике цветной линогравюры. Эти работы были приобретены Национальной картинной галереей Республики Абхазия. В 90-е он вместе с другими абхазскими художниками выставлялся в Германии, участвовал в международной выставке в Италии. После войны в 1994 году он одним из первых организовал персональную выставку в Сухуми. И так 3 года подряд в блокадной Абхазии Ливарса Будба проводил персональные выставки, затем провел и в Москве. А в 2002 прошла выставка его монументальных произведений на тему «Нартский эпос» и «Мифы и легенды абхазов». Ливарса Будба является автором эскизов ордена Ахтябша. Боль в сердце бывает еще от того, что вот выходишь на эту кофейню и помнишь многих ребят, которые до войны еще стояли рядом с тобой, выпивали кофе, шутили, смеялись там и так далее, занимались делами. И сегодня эти места пустуют, их просто сегодня нет. И кадры телевизионной хроники иногда, когда идут по телевизору, вот смотришь, этого нет, этого нет, этого нет, то есть эта война коснулась, конечно, каждого. 21 февраля 1848 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали манифест коммунистической партии, первый программный документ научного коммунизма. 21 февраля 1920 года образована Государственная комиссия по электрификации России ГОЭЛРО. 21 февраля – Международный день родного языка. Он отмечается с 2000 года по инициативе 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. На Земле существует около 6 тысяч языков, половина из которых на грани исчезновения. По мнению специалистов, родной язык находится под угрозой исчезновения, если в том или ином сообществе его перестают изучать более 30% детей. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 21 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это плюс 12 градусов. Самая же низкая температура плюс 4 градуса в 2012 году. Это вся информация на сегодня. Я прощаюсь с вами. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.